Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня я сделаю отсыпочку на песке на такую тему, что очень скоро изменится неожиданно для вас. Это как, например, вы можете ждать чего угодно, но только не этого. Давайте посмотрим, что тут судьба задумала, чем удивит вас, чем сумеет вас удивить. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, загадайте свой срок, но не загадывайте слишком долгий. И давайте вместе посмотрим. И также, мои хорошие, прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, любимые, самые лучшие в мире, никогда не устану это говорить, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за вашу невероятную и очень теплую поддержку в комментариях, лайками, донатами. Земной вам поклон. Итак, я думаю, вы все уже настроились, на себя загадали. Я же со своей стороны обращусь к высшим силам. Высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы. Пошлите самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, как интересно. Так, мои хорошие, случайности не случайны. Если вы здесь, эту информацию вы должны услышать. Это про вас, это ваша отсыпка. Судьба всегда ведет нас туда, где мы можем получить все ответы. Смотрите, здесь показан человек, который как будто бы вот на волне, вот как поймать свою волну, да, есть такое выражение, есть. И вы на этой волне медленно, но очень уверенно поднимаетесь к чему-то хорошему, сияющему в лучах солнца. Это прорыв. Это без сомнения прорыв. У кого-то прорыв в жизни, у кого-то на работе, у кого-то в отношениях, у кого-то может и в здоровье быть прорыв. Может, сейчас вы лечитесь, да, и улучшения нет, и вы очень сильно переживаете. Но вот как на волне медленно, но уверенно поднимаетесь. Да, волны же, они, когда зарождаются, они очень маленькие. Чем ближе они к берегу, тем они становятся больше и быстрее и сильнее. Вот и вы на волне уже поднимаетесь к чему-то сияющему, блестящему, как в лучах солнца окажетесь. Это прорыв. Вас ждет большой и яркий прорыв. Вот такой прорыв, что сердце радостью наполнится. Чего-чего, а этого вы точно не ждете. Наоборот, скорее всего, вы либо смирились с текущим положением дел, либо думаете, что ой, надо бросать это гиблое дело, ведь все равно ничего не получится. Нет, вас ждет большой прорыв. Дальше. Тут вот что-то с деньгами связано. Рыба, но рыба летает. Бывают ли летающие рыбы? Наверное, бывают. Рыба не плывет, а летит. Ну, это, скорее всего, какие-то денежные переводы, либо заработки еще в интернете могут отыграться. Да. Рыба, которая не плывет, а именно летит. Для моих хороших зрителей, у кого сейчас проблемы в финансах, с деньгами, на работе могут быть проблемы. Вам какие-то переводы будут приходить. Либо кто-то вам будет деньги слать там, банковскими переводами, либо этими платежными системами, там, типа Western Union, MoneyGram, да, вот как-то так деньги будут приходить. Еще у кого-то из вас отыграется как какой-то заработок в интернете. Рыбки, которые летают. Это классно, их не нужно ловить, они сами к вам прилетают, и вы просто их принимаете. Рыбки небольшие, но их много, и они регулярные. То есть регулярное поступление средств. И за счет количества, да, мы получаем хорошую сумму. Хороший знак. Мужчина и женщина одинаково. Летающие рыбки уже летят в вашу сторону. Заработки в интернете, либо вам кто-то будет переводить деньги, вот как онлайном получается, да. Так, с правой стороны между вами и каким-то человеком, ну вот как поменяется что-то.
Причем поменяется так, что вы для этого человека, вот как номер один, как самое главное, как жизнь, как воздух, как кислород. Сейчас это человек с какой-то, не знаю, кастрюлькой на голове, либо что это шапка, может быть, какая-то ушанка, но что-то большое, видите, такое, что и глаза, и уши закрывает. Да, возможно, человек равнодушен, либо холоден, либо в ссоре находитесь. Но вот эта кастрюля, либо шапка, она с головы у человека слетит. Тут как ангелы снимают. Вот знаете, резко так раз и сняли человека. Ничего себе, ну надо же. Может быть, человека кто-то по поводу вас обманул, одел эту шапку-ушанку. Может, человек сам обманулся, да, кастрюльку себе на голову одел. Но вот ангелы снимают так резко и неожиданно. У человека в сердце к вам какие-то безумные чувства проснутся, либо появятся, зародятся. Чувство любви, чувство нежности, привязанности, дружбы. Ну, дружба, наверное, в меньшей степени. Здесь вот именно как-то сердце задействовано. Мои хорошие, здесь может быть как и человек противоположного пола, так и кто-то из, например, родственников, да. Ну, мало ли там, что случается, родственники там друг на друга обижаются. И вот как только эту шапку снимут с этого человека, он сразу вот все почувствует, что вы ему нужна, либо вы ему, ей нужен. И прям такая любовь, такая тяга к вам, вы аж ахнете. И этого человека так много в вашей жизни станет, что вы иногда даже будете уставать и говорить: да ну хватит, дай мне немножко моего пространства, да, побыть самой собой, сам с собой. Да, вот как-то так у вас пойдет. Здесь человек либо в кастрюле, либо в этой ушанке, шапке-ушанке стоит, ничего не видит, не слышит. Ангелы снимут, тут именно ангелы снимают. Ваши ангелы, его ангелы, ее ангелы, я не знаю, но спасибо скажете ангелам. Очень сильно, радикально между вами все поменяется. Холод уйдет, отстраненность уйдет, может быть, даже какая-то неприязнь уйдет, да, все это уйдет. Человека либо обманули, либо, ну, какой-то негативчик прошел, да, обида, там, ссора, может быть, что-то в таком ключе. Дальше, неожиданно скоро. Вот тут показывает человека, который вам что-то начинает давать. Возможно, этот человек вам никогда в жизни ничего не давал. Может быть, кстати, это и не человек, может быть, это какой-то служащий, например, там госслужащий, да. Может быть, это действительно человек, там родственник, либо знакомый. И этот человек вам никогда ничего не давал. То есть вы от этого человека ничего не видели. Ни хорошего, ни плохого. Ну, просто ничего не было. И этот человек начинает двумя руками вам давать. И вам даже как-то неудобно будет, не знаю, как-то скажете: ну мне не надо столько. Да? Может, какая-то помощь будет оказываться, может быть, какие-то субсидии, льготы, соцпомощь. Либо у человека проснется совесть, да, и человек вам там долги вернет. А может быть, начнет действительно вам помогать. Ну, что-то необычное, то, чего не ждете, явно для вас это будет шоком. И вот вижу, что вы даже как-то отказываетесь, да, потому что дают вам слишком много, и вы такая: ну, как-то неудобно, неприлично, да, ну, не надо мне столько, да, еще как-то кокетничать будете, отказываться. То на человека показывает. Вообще фигурка на мужскую похожа. Хотя, может быть, и женщина с таким сильным мужским характером, и также человек, который занимает высокую должность. Ну, либо высокий чин, да, можно так сказать, дает. Прям двумя руками дает, от себя берет и вам дает, от себя берет и вам дает, да, либо там где-нибудь там из ящика, из сейфа что-то вам будут давать. И это будет очень необычно, вы к такому не привыкли, вы всегда полагались только лишь на себя. Но, тем не менее, почему бы и нет, как говорила моя бабушка: если дают, бери, а вот если бьют, то беги. Вот такая народная мудрость, можно так сказать. Так, а здесь у меня кто-то из вас, ну, прям возрождается, по-другому и не скажешь. Тут птицу Феникс показали. Птица Феникс расправляет крылья, готовится лететь. Ну, обычно показывают этих птиц, этими птицами, вернее, показывают людей, которые что-то плохое и страшное пережили. Там, тяжелую болезнь, там, череду очень
таких страшных испытаний, обман, предательство, несчастные всякие случаи, лишения, да, вот как что-то очень плохое пережили, что буквально вас опустошило, что буквально вас вот до пепла, ну, как сожгло. И вот вижу, что вы восстанавливаетесь, и мало того, еще крылья расправляете. То есть мало того, что вы полностью станете здоровы, мало того, что вы силу почувствуете, так вы еще желание жить ощутите, да, вот летать. Когда птица летает, она живет. И вы также, да, вот все, крылья расправляю, сейчас я полечу. Полечу к своей лучшей жизни. Кто-то то ли пытался вас сломать, то ли чья-то злая воля так на вас подействовала. Знаете, как подсекли вас, вот, ну, по ногам ударили, чтобы вы вот прям упали, и чтобы уже никогда не встали. Чьими-то руками это произошло. То ли вас кто-то погубил, ну, пытался погубить, то ли на вас какой-то негатив был направлен, то ли какие-то злонамеренные действия, вот, чтобы от вас ничего не осталось. Но нет, нет, птица Феникс возрождается, именно так показано. На зло врагам и на радость небесам. Ну и вам, конечно, на радость. По-другому себя будете ощущать. Двое людей в одной лодке, несмотря ни на что. Ну, тут, скорее всего, пара показана, да, мужчина и женщина. Видите, вот тут такая персона, кстати, очень высокая персона, либо значимая. Эта персона очень сильно раскачивала вашу лодку, чтобы вы из нее просто вот повыпадали, да, хотели опрокинуть вашу лодку. Но, несмотря на эти все усилия, вы все равно в лодке и продолжаете плыть слева направо. То есть, скорее всего, были ссоры, могли быть и расставания, и претензии. И знаете, вот эта жизнь как кошка с собакой, потому что вот кто-то, третье лицо, был заинтересован в том, чтобы погубить вашу пару и вас навсегда разлучить. Но не вышло и не выйдет. То есть, может, вы сейчас сидите и думаете, что все, надо собрать вещи и уехать, либо там разводиться надо, да, там не сегодня-завтра разойдемся. Нет, вы дальше поплывете вместе, потому что вы пара, вы друг для друга созданы, и впереди у вас еще очень долгий и светлый путь, понимаете? Возможно, это были испытания для вашей пары, испытания, которые не погубили отношения, а наоборот укрепили отношения. Но вы там со временем все это поймете. Поймете, нет, не смогла эта третья персона вас разлучить. Еще вы не ждете, что какой-то очень ленивый человек начнет то ли работать, то ли действовать. Вот какие-то действия, да, может и работа. Человек, который постоянно вот как на боку лежал, может там действительно любит спать, да, либо спит допоздна, может там всю ночь в телевизоре, либо в компьютере, а потом досыпает целый день. Человек, который именно ленился, который ничего не хотел и которого невозможно было заставить. Вот этот человек начнет действовать, причем действовать очень активно, так что аж, знаете, дым пойдет, пар пойдет. Не могу сказать, что стимулирует либо мотивирует этого человека. Но вот мне идет, что будет действовать, либо работать начнет. Причем так, что, как говорится, за уши не оттянешь, да, будет там сверху ручку брать, будет там задерживаться, либо там раньше времени бежать на эту работу, прям стараться будет. Но что-то смотивирует, либо что-то заставит, либо как человек, знаете, очнулся. Может, человека просто сглазили, да, сглазили, может, работящий был, а потом какое-то время с ним что-то случилось, и он просто вот превратился в этого диванного жителя, да, с дивана не встает. Ну вот вижу, что все поменяется. Вот этого вы точно не ждете и даже сплевывать будете и говорить, да что такое, что за чудеса в решете. Во все могла поверить, но только не в это, да, что этот человек начнет так активно действовать, работать, да, вот прям за голову возьмется, хочется так сказать. Так, еще вы не верите и не ждете, и для вас будет большой неожиданностью, что вы какой-то меч в руки возьмете. Ну, это именно меч, и вы его берете в руки. То есть вы будете, я так понимаю, защищаться. Кстати, еще мечами очень часто, ножами, мечами показывают слова, высказывания и даже письменное обращение. То есть, опять же, вы разная цепка общая. Кто-то будет защищаться, прям скажете, все, терпеть не буду, беру меч и иду
сечь врагов. Кто-то из вас к кому-то обратится, письменно обратится, да, какое-то прошение, жалобу подадите, ну, либо какое-то письмо официально отправите. Ну, а кто-то из вас вот перестанет терпеть и прям выскажется, да, выскажется, вот что наболело, что тянуло, что беспокоило, прям выскажитесь. Ну, для вас, ну, как-то это необычно, нетипично, да, может быть, вы такой человек мягкий, добрый, там, пацифист, например, а тут вы с мечом. Но тут вы и сами, конечно, от себя такого не ждете. И те, кто вас знают, все просто в ужасе от того, как вы меняетесь. А меч, кстати, вам к лицу. Ну вот идет, вам идет меч, вот, чтобы вы знали. Хватит скромничать, хватит отсиживаться, хватит быть терпилой, надо брать меч и себя защищать. Еще, мои хорошие, неожиданностью для вас будет, что какой-то паук в своей же собственной паутине запутался. Вот лапки раз и склеились. И все такой беспомощный, да, помощи у всех просит. Вот помогите, распутайте мне лапки, заступитесь за меня, я хороший паук, да. Какие-то такие трели пойдут. Но пауками обычно показывают людей, манипуляторов, абьюзеров, людей, которые везде свою выгоду извлекают, плетут эти паутины, чтобы манипулировать другими людьми на благо себе. Запутаться в паутине, это значит, что этого паука, скорее всего, привлекут те, кто надо, там, органы правопорядка, допустим, либо за тех, кем манипулировал, есть кому заступиться, да, и вот эти люди его заставят ответить. И этот паук, он прям будет просить прощения, будет просить пощады. Да, и кажется, что не такой уж ты большой паук, и не такой уж ты страшный паук. Еще могут быть вот руководители, чиновники, да, вот как пауки и упыри, которые из народа кровь пьют. Да, может быть, кого-то очень громко снимут, и человек там будет обращаться к электорату и говорить, что да вы что, я же такой хороший, я же для вас старался, люди, поднимайтесь, типа защитите меня. Да, такие песни будут петь. Но никто этого паука защищать не будет. Наоборот, как праздник какой-то даже будет. Людям на душе будет хорошо, что этого паука больше нет, что этот паук потерял свою возможность плести паутины. Да, интересно, конечно, показали. Так, с левой стороны. Ну вот с левой стороны мне показывают мужчина, который сам себе хвост отрезает. Тут больше, наверное, для тех, кто в треугольнике находится, да, треугольные отношения. Хвостом показывает обычно семью. Хвост — это семья, это жена, это дети. Здесь мужчина, ну, идет на такой радикальный шаг. Конечно, ему будет больно, страшно, но он хвост тебе отрезает. Опять же, хвост у него какой-то весь как плешивый, да. Скорее всего, семейная жизнь была очень тяжелой, безрадостной, без любви, без каких-то эмоций, да. Люди просто вот жили по наитию. Потому что дети, потому что имущество, потому что так положено, так родственники сказали, да. То есть там любви не было, там все были несчастные, и та же жена, и тот же муж, и те же дети, когда видели, как живут их родители. Вот мужчина, ну, своими руками этот хвост отрезает. То есть я так понимаю, что мужчина подаст на развод и действительно разведется. Скорее всего, вы с этим мужчиной знакомы, может быть, этот мужчина за вами ухаживал, либо вы в любовных отношениях с этим мужчиной состоите. И вам вот прям казалось, и вы готовы были поклясться, что он никогда не разведется. Но когда стал выбор прозябать всю жизнь без любви, либо все-таки решиться и ну, хотя бы шанс на счастье получить, вот мужчина себе хвост отрежет, именно сам отрежет. Так что, девушки, женщины, можно сказать, что вы дождались, и опять же он вас удивит тем, что он пойдет на этот шаг. Может, он вам там рассказывал какие-то трогательные истории, что вот я не могу всего лишиться, там семья против, да. Вот, а тут раз и сделает. Ну, что есть, то я вам и рассказываю. Еще здесь показан момент, вот с ангелом связанный. Видите, у вас прям буквально в центре ангел стоит. Такой красивый, с большими крыльями ангел. Здесь как ангел что-то для вас делает. Мне идет как подарок от ангелов.
какое-то событие с ангелами связано. Может быть, вы о чем-то попросите своего ангела-хранителя, и ангел-хранитель там буквально сразу же вам сделает, для вас сделает. Опять же, просьбы бывают разные. У кого-то отыграется, что вы, например, не верите вы в ангелов, да, не ощущали никогда ни помощи, ни защиты, не было такого опыта, да, спиритического опыта. И тут вот прям обратитесь к ангелу, и ангел вам поможет, либо защитит, либо что-то для вас сделает. У вас аж мурашки пойдут, и такие крупные, вас немножко даже трясти будет. Вот как несколько дней будете ходить под впечатлением от того, что произошло. А может быть, вы даже сами увидите своего ангела. Прям увидите. Может, краем глаза, может быть, как-то больше как образом, силуэтом, но вы увидите. Прям трясти вас будет. Прям очень сильный знак. Заступятся, спасут, помогут, что-то для вас делают ангелы. Чуть выше. Вот здесь показано, что очень много людей, к вам руки тянет. То ли здороваться за руку, то ли дотронуться до вас, да, вот пообниматься с вами. Очень много людей. Так много, что вы даже немножко себя некомфортно почувствуете. Возможно, вы живете какой-то такой жизнью, обособленной жизнью отшельника. А может быть, вы привыкли к тому, что люди не обращают на вас внимания, да, вот как будто бы вы невидимка. Никому нет дела до вас. А тут как бы ажиотаж, все к вам тянутся, все вас узнают, улыбаются, за руку здороваются, обнимаются, не знаю, целуются, все про вас знают, все вас знают. Что-то необычное. То ли вы прославитесь, то ли вы на себя внимание обратите, то ли о вас будут говорить, и будут говорить именно вот какие-то хорошие слова, как какие-то легенды, да, не сплетни, но легенды пойдут. И вы в шоке от того, что столько много внимания на вашу скромную персону. Даже немножко как-то будете от этого закрываться и прятаться. Но с другой стороны, это заслуженно. Я вижу, что это заслуженно. Что вы такой человек, что вы самого лучшего заслуживаете. И заслуживаете, чтобы люди отдавали вам почести. Да? Скорее всего, вы очень добры, вы помогаете. Вы никогда никому зла не желаете. Да? Вот как-то так мне идет. Может быть, действительно, вы свой канал ведете на Ютубе, либо где-нибудь там в ТикТоке, может быть, где-то другая площадка. И в один день проснетесь, а вас все знают, у вас там куча подписчиков, у вас там миллион лайков. И вам очень много хороших сообщений пишут. Да? Вот какой-то такой момент еще отыграться может. Либо вы родную компанию спасете, да? Что-то там не так пойдет, либо какая-то диверсия, а вы это предотвратите, да, компанию спасете, либо производство, извините. И вот прям все на вас, все хотят вас похвалить, высказать свое одобрение, да, вот такой момент показан. Так, еще слева как будто бы свет включат. Возможно, вам за последнее время очень тяжко в жизни приходилось. Им было такое состояние, что вы идете в такую темную, непроглядную ночь, еще и с завязанными глазами, завязанными руками. И это очень тяжело, потому что вы постоянно натыкаетесь на что-то, там, на дома, на людей, на деревья, да, вот как бьете, шишки набиваете, травмируетесь. Обычно, вот говорят, черная полоса в жизни. И вы в этой полосе очень долго жили, вы уже приблизительно адаптировались, вы уже ничего не ждете, ни на что не надеетесь. Только такие мысли, да, чтобы не сильно там шибануться, либо на кого-то там прям не нарваться, да, слишком тяжелого, большого, либо колючего. И тут вам резко включают свет, и вы аж такая, ничего себе, вы видите мир, вы видите краски мира, вам солнце светит, либо эта лампочка вам светит, да так ярко. Тут резкая перемена ощущений у вас идет. Знаете, вот как из темной полосы резко в светлую попадете. То есть вам начнет вести, к вам будут очень приятно относиться люди. Какие-то беды, неприятности вас стороной будут обходить. Ну да, скорее всего, здесь именно показан резкий выход из темной полосы. Из темной да сразу в белую попадете. Но вы это точно почувствуете. Здесь даже самый толстокожий человек почувствует, насколько резко все поменяется. От чего это событие, я не могу сказать, здесь не показано. Но опять же, вы все слишком разные. Может быть, вы свой круг испытаний прошли,
А может быть, вы заслужили. Может быть, на вас какой-то даже негатив был, но этот негатив вы либо сами снимали, либо кто-то с вас снимал. А может быть, срок годности закончился негатива. Ведь зло, оно конечно, а добро, оно вечно. Вот и все. В общем, примите как данность, да, и наслаждайтесь жизнью, радуйтесь жизни. Так, а вот здесь у меня женщина, но женщина такая, знаете, внуки, дети взрослые, внуки, вообще про личную жизнь не думает, вот ни в одном глазу. Что для нее важно, чтобы у детей все было хорошо, чтобы внуки здоровенькие были, да, вот она свою жизнь сознательно посвятила детям и внукам, может даже правнуки есть. Вы думаете о чем угодно, но только не о личной жизни. Смотрите, буквально вот на пороге у вас мужчина, которого вы знаете, мужчина, которому у вас, несмотря ни на что, настолько там много лет прошло, чувства сохранились. Вы то ли школьная любовь друг друга были, то ли, может быть, молодые какие-то годы ранние, да, что-то между вами было. В общем, он свою жизнь прожил, вы свою жизнь прожили, и вот он к вам идет. Ну, можно сказать, что он за вами идет. Как же вы ему обрадуетесь? А когда узнаете, зачем он пришел, вам даже как-то немножко страшно станет. Этот мужчина идет за вами. Он то ли вдовец, то ли он холост, да, может, он разведен. И вот у него желание остаток жизни прожить с вами, да, прожить в любви. И вот несмотря ни на что, он вас то ли разыскивал, нашел, то ли вы уже друг друга нашли, общаетесь. Он просто появится и будет делать вам предложение руки и сердца совместного проживания. И идет, что вы так немножко испугаетесь, скажете, ну как же так, у меня дети, у меня внуки. Ну вот такая дилемма у вас будет. А я вам так скажу, от счастья не отказывайтесь. Вы заслужили свое счастье, и поверьте, возраст не помеха для того, чтобы мужчина и женщина вместе были счастливы. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.